Чистый воздух, чистые воды, экологический контроль, экологический менеджмент, отходы, рекультивация земель, предотвращение и ликвидация аварий. Крупнейшая нефтяная компания республики о состоянии природы в Коми думает постоянно. С 2000 года на проекты выделила уже более 98 миллиардов рублей. Сумма неслыханная. Одно из приоритетных направлений – замена и реконструкция устаревших трубопроводов на современные антикоррозийные. В 2016 году был заменен 171 километр нефтепроводов. А в 2017 году 324 километра. В ближайшие годы эту цифру мы планируем сохранять. Порядка 300 километров ежегодно реконструкция и замена и капитальный ремонт. А в Ухте нефтеперерабатывающий завод продолжает первый этап реконструкции биологических очистных сооружений. 90% всего объема, поступающего на очистку, стоки именно городской инфраструктуры и ближайших поселков. Так что, как отметил исполняющий обязанности генерального директора «Лукойл Ухта нефтепереработка» Денис Калинюк, польза огромна для всего района. Здесь же проходит установка автоматического поста контроля атмосферного воздуха на границе жилой застройки. Уже к концу месяца проект запустят в тестовом режиме. На эти цели в 2017 году направлено более 1 миллиарда рублей. Это в первую очередь поддерживающие инвестиции и инвестиции, направленные на повышение эффективности существующего производства, в том числе экологические проекты, модернизация биологических очистных сооружений и установка автоматического поста контроля атмосферного воздуха на границе жилой застройки. Самым популярным и, конечно, востребованным направлением работы «Лукойла» для жителей республики являются социальные проекты. Участвовать в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл», который проводится в Республике Коми и Ненецком автономном округе, сегодня может, что важно, любой человек. Восстановить музей, облагородить парк, купить экипировку для спортсменов, построить детскую площадку. Спектр добрых дел «Лукойла» широк чрезвычайно. Жители Усинска, к примеру, с этого лета гуляют по обновленной тропе здоровья. Теперь это не просто лесная протоптанная дорожка, а целый комплекс с освещением, скамейками, информационными стендами, скульптурами и мостами. В парк, где все дышит сказкой, каждый день приходят и дети, и взрослые. Посетить достопримечательность хотя бы раз должен, говорят усинцы, каждый гость города. Такие же места могут появиться и в других населенных пунктах Коми. Главное – инициатива от населения. Сегодня любой молодой человек – это в первую очередь молодой человек, который какую-то имеет мечту в своем селе, да, сделать что-то хорошее, доброе для села, для благоустройства, для отдыха и так далее. Он мечтает. Тут появляется инструмент, он пытается, он выигрывает. И когда он это реализует, я больше чем уверен, у него не только там глаза горят, да, там, и, допустим, сельчане его за это хвалят, да, у него появляется уверенность, что в жизни, по сути, было бы желание. И главное начать, и все получится. Выиграть грантовый конкурс и осуществить заветное желание смогло уже около 200 инициативных групп. Добрый год в республике заканчивается, а вот дела остаются. В 2018-м, уверены нефтяники, совместно с жителями получится сделать республику еще лучше. Константин Куратов, Любовь Филиппова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.